Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И начальник отдела по делам ветеранов регионального регистра Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Залина Исмаилова. Маршал, и сразу переходя к нашему разговору, мой первый вопрос. Каким он был уходящий год для вас? И какие ключевые итоги деятельности вы можете сегодня отметить? Прошу. Год мы завершаем с положительной динамикой. В завершении года была произведена индексация региональных выплат. Это выплаты ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты, труженикам тыла и пожилым людям, достигшим 100 и более лет, также репрессированным. Хорошая на новость. 7,6%. Хорошая новость. И когда они могут получить или уже получают? С Нового года. С Нового года да, могут получить да. разницу. Да. Это тоже прекрасная новость для наших ветеранов. А в чем заключается значимость работы с ветеранами? Тут тоже вот такой вопрос. Вот каковы приоритеты направления вашей деятельности в этой сфере? Ну, это, конечно, очень интересный вопрос, учитывая, что ветераны являются одной из самых уязвимых социальных групп населения Чеченской Республики. Одновременно это социально значимые слои общества, поскольку они имеют заслуги перед государством в трудовой деятельности, считая, что деятельность нашего ведомства является одним из приоритетных. Я тоже так думаю. Ну, тут мой следующий вопрос. Смотрите, существует распространенное заблуждение, я бы сказал так, что все ветераны труда – пенсионеры, но не все пенсионеры являются ветеранами труда. Вот чтобы внести ясность, давайте разберемся, кто относится к категории ветеранов труда, каковы критерии присвоения этого звания и какие, конечно, льготы оно предоставляет. Вот прошу. Нет, не все пенсионеры, не все ветераны труда являются пенсионерами. До пенсионного возраста человек может иметь удостоверение и присвоенное звание ветерана труда, но при этом не получать ежемесячную денежную выплату. То есть меры соцподдержки не зависят от присвоения звания, это идет отдельно друг от друга немножечко, потому что звание оно присваивается при достижении стажа работы 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин, либо по выслуге лет в календарном исчислении. А ежемесячная денежная выплата, она начинается при достижении пенсионного возраста. То есть человек может работать и быть ветераном труда? Да. А сколько ветеранов труда на сегодняшний день есть в Чеченской Республике? В Чеченской Республике около 6 тысяч ветеранов труда. Около 6 тысяч ветеранов труда. Да. На сегодняшний день зарегистрированных, которые есть. Да. И все они пользуются льготами. Да. И тут тогда вот такой вопрос. А кто такой ветеран труда? Ну, Какие категории граждан могут быть признаны ветеранами труда? Ну, ветеран труда – это гражданин, который имеет значительный стаж работы и достиг определенных заслуг в сфере труда. Наверное, так будет правильно сказать. Правильно? Имеет какие-то ведомственные знаки отличия, награды, почетные звания. А каково значение этого звания? Этот статус свидетельствует о высокой трудовой заслуге гражданина, а также дает право на определенные меры социальной поддержки, которые он может получить, да, пользоваться которыми он имеет право. После того, как ему присвоят звание, скажем так, ветеран труда. И при достижении им пенсионного возраста. А кроме удостоверения еще что-нибудь должно быть, которое подчеркивает статус? Нет. Раньше, я знаю, нагрудной знак был, Ветеран медаль труда. была ветеран Нет, труда. сейчас это удостоверение ветерана труда. Чисто удостоверение Да, и все. да, да. И оно выдается тоже в вашем ведомстве. Да. И его можно везде показывать, подчеркивать. Оно действует на территории всей Российской Федерации. Угу. Региональное звание, оно может действовать и действовать на всей территории России. Оно немножечко корректно будет нести поправку, то, что звание мы в нашем субъекте присваиваем федеральное звание ветеран труда. И действует оно на территории всей Российской Федерации. То есть человек, который
выписавшись с нашей республики и прописавшись в другом субъекте, имеет право выданным нами удостоверением пользоваться льготами, которые предусмотрены в том регионе, в который он переехал. Вот спасибо вам за эту ремарочку. Вот что я хотел от вас услышать, чтобы вы объяснили. А присвоение звания ветеран труда осуществляется на основании заявления или как? Да, на основании поданного гражданином заявления. Гражданин сам пишет заявление, подает ваше ведомство. У нас для этого есть несколько видов подачи заявления. Это через ЕПГУ, портал госуслуг, правильно? Через многофункциональный центр МФЦ, либо через орган социальной защиты населения, через отделы труда. Вот как Наши хорошо, что вы подведомственные сегодня сюда учреждения. пришли. А кто должен подавать заявление? Сам претендент на звание, скажем так, или работодатель при выходе сотрудника на пенсию? Нет, сам претендент должен подать заявление. Сам подает, Да, как я да, уже да, ранее да. говорил, сам пишет, сам Да, приносит. да, да. И куда необходимо подавать? Кто принимает решение о присвоении звания? Вот как мы говорили ранее, подается оно либо через госуслуги, либо через многофункциональный центр, либо в отделы труда. Раньше это присвоение звания осуществлялось решением межведомственной комиссии по присвоению звания. С 2022 года данная услуга она была отмечена как социально значимая и переведена на портал госуслуг. Это было сделано с целью ускорения процесса рассмотрения заявлений граждан и претендующих на присвоение звания. И на сегодняшний день звание ветеран труда присваивается распоряжением нашего ведомства. Хорошо, что вы сегодня сюда пришли, и нас телезрители видят и вас слышат. Вот спасибо вам за эти разъяснения. И скажите мне, помимо заявления, какие еще документы необходимо предоставить для оформления звания ветеран труда? Ну, ключевыми является это трудовая книжка для определения стажа и ведомственные знаки отличия в труде. В случае присвоения этого звания это представить фотографию для удостоверения. Ну, то есть ему скажут, объяснят, что нужно. Обязательно. Это обязательно. Да, всё Хорошо. объясним, А каковы всё основные требования, предъявляемые, скажем так, кандидатам на это звание? Вот каким он должен быть человеком? Требования по присвоению звания ветерана труда, они закреплены федеральным законом. Это статья 7, федеральный закон номер 5 о ветеранах. Ключевые требования – это 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин или соответствующий стаж, позволяющий пойти на пенсию по выслуге лет в календарном исчислении. И наличие наград на сегодняшний день федерального уровня. Федерального уровня? Федерального уровня, да. Но до 1 июля 2016 года, если до этого момента есть награды, почетные грамоты главы республики, почетные грамоты правительства, это может быть грамота парламента, то есть такие наградные документы позволяют присвоить звание. То есть за ними остается право по присвоению звания ветеран труда. Вот давайте немножко отойдем от сценария нашего разговора и такой пример постараюсь привести. На себе постараюсь сделать пример. У меня рабочий стаж, если так навскидку, я внимательно еще не изучал свою биографию рабочую, 35 лет у меня стажа есть. Региональные награды у меня есть. Вот я могу рассчитывать на это звание? Региональные награды какого уровня? Ну, правительство наградило. Правительство до 1 июля 2016 года, Да. правильно? Да. Мы вам присвоим звание ветерана. Так я могу к вам прийти, написать Правильно. заявление? Вы можете это сделать через портал госуслуг. К вам приходить не обязательно? Да, не обязательно. Хорошо, я этим воспользуюсь, с вашего разрешения. Продолжая наш разговор, а предусмотрено ли особые какие-то условия получения звания ветеран труда для лиц, имеющих государственные награды? Например, отсутствие ограничений по стажу работы какой-то определенной отрасли.
Вообще есть порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания ветеран труда федеральными органами исполнительной власти. И руководство деятельности исполнительных органов осуществляет правительство Российской Федерации. То есть это перечень наград, который утвержден вот этими федеральными органами исполнительной власти. Например, Министерство здравоохранения Российской Федерации определил свою почетную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации как наградной документ для присвоения звания ветерана труда. То есть каждая отрасль может решать сама. Да, только это на федеральном уровне. Согласно федеральному закону. Да, Это конечно, да, это да, конечно. да. Правильно, спасибо. А документы для получения звания необходимо подавать по месту постоянной регистрации или в любом регионе нашей страны? Необходимо подавать по месту постоянной регистрации. К сожалению, даже при наличии временной регистрации по месту жительства невозможно осуществить присвоение звания ветерана труда. По временной прописке невозможно. Невозможно. Да, только там, где прописан. Да, постоянная прописка. А после принятия заявления и документа, вот каков срок рассмотрения заявлений? Вообще 15 рабочих дней. 15 рабочих дней. Да. И он будет знать, да или нет. Да. А является ли процедура присвоения звания бесплатной или тут какие-то пошлины? Да, процедура является абсолютно бесплатной. Бесплатной. Да. Единственное, прийти, подать заявление, подать документы и ждать ответа. Да. Хорошо. А в каких случаях может быть отказано присвоение звания ветерана труда? Такое может быть? Да, такое тоже возможно. Для этого существует несколько критериев. Например, отсутствие стажа работы того же, то есть не достигшие 25 лет для мужчин, либо отсутствие соответствующих ведомственных знаков отличия. К сожалению, ведомственные знаки отличия это вот если тоже они не необходимость. соответствуют, да. То Это есть по перечню, да. Либо до 1 июля 2016 года. Вот что я хотел у вас Да. спросить. А каким образом ветеран может подтвердить свой статус после присвоения звания? Это удостоверение? Да, это удостоверение. И И все. Это тоже, Да. чтобы наши Да, телезрители да, да. знали. Действующее на территории всей Российской Федерации. Вот мне нравится, как вы все это подчеркиваете. Смотрите, насколько я знаю, существуют федеральные, региональные и ведомственные звания ветеран труда. Вот в чем тут разница между этими званиями? Или я не прав? Право, да, существует 3 вида звания ветерана труда. Федеральное звание устанавливается федеральным законодательством и регулируется федеральным законом и имеет федеральное значение. Это как раз-таки звание, которое присваивается в нашем субъекте. Региональное звание выдается субъектам в пределах их компетенции и имеет статус местного значения, то есть на территории этого региона. А ведомственное звание выдается отдельно ведомством или организацией и носит только внутренний характер ведомства. А есть что-то тут объединяющее? Льготы для всех одинаковые или же Нет. тоже есть разница? Да, в каждом субъекте свои льготы, свои меры соцподдержки для ветеранов труда. А может гражданин обладать всеми 3 званиями одновременно? Да, может, абсолютно. И пользоваться льготами вышестоящими, скажем так, по-простому, чтобы всем было понятно. Да, да. А если он региональный? У нас, например, в Чеченской Республике присваивается звание федерального значения, да, то есть, как мы говорили ранее, но, однако, в соответствии с федеральным законодательством предоставление мер соцподдержки, оно определяется в соответствии с федеральным вот этим законодательством, определяется региональными нормативно-правовыми актами. То есть меры соцподдержки, предоставляемые ветеранам труда, из регионального бюджета у всех субъектов. Еще раз, какие меры социальной поддержки предусмотрены для ветеранов труда? На какие льготы они могут рассчитывать? Прошу, еще раз. В нашей республике это ежемесячная денежная выплата, жилищно-коммунальные услуги,
бесплатный льготный проезд на общественном транспорте, кроме такси. И в заключение нашей программы вот такой вопрос. Какие изменения в законодательстве, касающиеся ветеранов труда, ожидаются в новом наступающем году? О чем важно знать ветеранам? Но в целях повышения качества предоставления региональных мер социальной поддержки, начиная с Нового года, мы планируем внедрить принцип одного окна. То есть это означает, что граждане смогут подать заявление на получение мер социальной поддержки ветеранам труда через единый портал госуслуг без необходимости посещения отделения социальной защиты населения либо многофункциональных центров. То есть так же, как они подают на присвоение звания через госуслуги, также они могут подавать и на ежемесячную денежную выплату. Смогут подавать через госуслуги. Обязательно только лишь МФЦ все это делать? И Нет. подавать документы, и узнавать информацию. А где еще они могут В ознакомиться со всей органах этой информацией? В отделах труда наших подведомственных учреждениях, отделах труда социальной защиты населения, либо через МФЦ. А сайт есть какой-то? Через госуслуги, меры соцподдержки, вот ежемесячную денежную выплату мы внедряем, как я говорю, с Нового года через госуслуги, чтобы человек мог подать на ежемесячные денежные выплаты. То есть все в госуслугах? Да. Не выходя из дома? Да, не выходя из На дома. телефоне Это можно называется набрать. принцип одного окна. Это... Не стоять в очередях? Да. По-простому, на своем телефоне, дома, Да. за Это чашкой чая. проактивный режим. Набрал, все Да, сделал, да. отправил и ждешь ответа. Да. И все. Да. Мне это нравится. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам и успехов. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Да, это было. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Если у вас возникнут вопросы, конечно, пишите на адрес нашего телевидения. Мы постараемся вам ответить. Это была программа «Отражение» на телеканале «В войнах». И начальник отдела по делам ветеранов регионального регистра Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Залина Исмаилова. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей. С наступающим!